Уважаемые коллеги, мы проводим совещание финансовых казначейских налоговых органов по итогам первого полугодия, задачи до конца года, ну и формирование бюджета уже следующего года. Ситуация в экономике очень напряженная. Снижение деловой активности в условиях пандемии, волатильность на нефтяном и валютном рынках оказали негативное влияние на работу наших предприятий. Первые полугодия текущего года объем ВРП составил 98,7% к прошлому году, индекс промышленного производства 98,9%, объем строительных работ 99,7%, оборот розничной торговли 91,6% к прошлому году. Но самое главное, существенно сократились поступления. Объем налоговых, неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 105 миллиардов рублей со снижением прошлого года на 23%. Это 31,6 миллиарда рублей. Наибольшее значение снижения по налогу на прибыль. 2 раза почти. Это 25,2 миллиарда рублей. В этих условиях необходимо использовать все возможные резервы. По доходам это прежде всего налоговая задолженность. На 1 июля текущего года она составляет 9,5 миллиарда рублей. Ну и активно работать по взысканию долгов. Сегодня данный вопрос мы очень подробно рассмотрим. Ответственным от правительства по данному вопросу был и остается заместитель премьер-министра республики, руководитель аппарата Кабинета министров Шамиль Хамидович Гафаров. Он в своем докладе более подробно доложит о намеченных наших планах в этом направлении. В расходной части бюджета нужно продолжить оптимизационные мероприятия, которые мы проводим с начала года по отсрочке и приостановлению ряда расходов. Обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективную реализацию республиканских программ, включая программы капитальных вложений и дорожных работ. Основная задача – продолжить абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Также требует финансового обеспечения задачи, стоящей перед нами в рамках национальных проектов. В текущем году на эти цели предусмотрено 26,9 миллиарда рублей, из которых 8,4 миллиарда – это бюджет республики. Все мероприятия, предусмотренные соглашением с федеральным центром, должны быть исполнены. Вместе с тем, на этой неделе президентом страны Владимиром Путиным был принят новый указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. В соответствии с данным документом до 30 октября текущего года правительством Российской Федерации будут скорректированы показатели национальных проектов. Отраслевым министерствам необходимо оперативно проработать на федеральном уровне вопрос корректировки показателей и финансирования мероприятий нацпроектов для республики на 2020 и последующие годы. В текущих условиях нам предстоит кропотливая работа по формированию реальной доходной части бюджета на будущий год. Сегодня здесь присутствуют наши бюджетообразующие предприятия, отраслевые министерства и ведомства. Учитывая продолжающиеся негативные процессы в экономике, формирование прогноза социально-экономических показателей и реальной доходной базы бюджета невозможно без тщательного анализа, совместной работы министерств и предприятий налогоплательщиков. В вопросе формирования бюджетных проектировок необходимы нестандартные шаги, поэтому включить протокол сегодняшнего совещания
поручение министерствам о проработке вопросов по формированию доходов бюджета. Необходимо провести совещание с каждым налогоплательщиком, обеспечивающим предыдущие годы платежей в консолидированный бюджет республики. Проанализировать их деятельность для формирования реальных прогнозов, показателей, но и рассмотреть меры поддержки, чтобы вопросы продвижения нашей продукции, получения федеральной поддержки, республиканской поддержки, чтобы эти предприятия устойчиво работали. Это вот такая задача, она очень большая и очень важна. Министерство финансов сформировать списки налогоплательщиков с их закреплением по министерствам, ведомствам, ответственным за рассмотрение прогнозов финансово-хозяйственной деятельности и платежей в бюджет. То есть принимать там дефляторы, показатели, которые там мы брали Минэкономразвития России, и формировать бюджет мы, конечно, не можем. Мы, вот первые полугодия показывают, насколько, к сожалению, вот события, связанные и с нефтью, события, связанные и с ограничением перемещения бизнеса, продвижения товаров, они сильно влияли, поэтому детально нам надо проанализировать, как исправить ситуацию, мобилизовать максимально все возможности и предприятий, и республики, и, конечно же, рассчитывать на меры федеральной поддержки. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хөрмәтле президиум, хөрмәтле коллегалар. В текущем году наша страна и республика столкнулась с новым глобальным вызовом COVID-19, повлекшим за собой сжатие целых секторов экономики, резкое падение цен на нефть и существенное сокращение потребительского спроса. В этих условиях президентом России были приняты решения о беспрецедентных мерах государственной поддержки бизнеса, реализация которых в том числе поручена и налоговым органам. В этой связи на базе уже имеющихся онлайн-инструментов и ресурсов, а также вновь созданных сервисов, в максимально короткие сроки было организовано стопроцентное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших отраслей, о порядке выплаты субсидий. Получив от них заявление, мы централизованно формировали реестр плательщиков и направляли их в казначейство для последующего перечисления денег на банковские счета. Еще быстрее возвращался самозанятым гражданам налог на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году, поскольку заявление на возврат не требовалось. В результате проведенной работы сумма выплаченных субсидий в республике составила 2 миллиарда 601 миллион рублей, самозанятым гражданам возвращен уплаченный ими налог за 2019 год в сумме 139,9 миллиона рублей. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства России номер 976 с 15 июля начат прием заявлений на получение субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям на компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. Сумма субсидий составляет 15 тысяч рублей на первоначальные расходы плюс 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Всем потенциальным ее получателям направлены информационные сообщения в их личные электронные кабинеты. Теперь то, что касается налоговых поступлений. Безусловно, изменения в экономике, вызванные пандемией, оказывают негативное влияние на их динамику. Снижение к январю-июню прошлого года составило 25,6%, в том числе в консолидированном бюджете республики минус 20%. По страховым взносам пока удается сохранять положительную динамику поступления, они возросли на 2,4%. Анализ показывает, что сокращение платежей произошло по тем доходам, налоговой базы которых находится в прямой зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности, уровня зарплат и конъюнктуры мировых цен. При этом в плюсе почти все имущественные налоги, налоговая база по которым остается неизменной. В отраслевом разрезе значительное снижение поступлений наблюдается по видам экономической деятельности в наибольшей степени пострадавших в результате спада деловой и потребительской активности. В сложившихся условиях задача не только налогов, но и всей вертикали власти в республике максимально минимизировать бюджетные потери. Нельзя допускать ситуации, когда отдельные недобросовестные представители бизнеса могут позволить себе не платить налоги. Поэтому необходимо точно работать с каждым плательщиком, выясняя, как повлияла эпидемия на их деятельность. Особенно это касается налога на прибыль. Его поступление в бюджет республики составило 24,7 миллиарда рублей и снизилось, Рустам Нургалиевич, вы уже сказали, к январю-июню 2019 года более чем в 2 раза.
Динамика поступления налога на прибыль по видам деятельности приведена на слайде. Отмечу только, что по некоторым отраслям его поступление не только снизилось, но и возросло. Мы провели оперативный анализ налоговой базы за первый квартал по тем компаниям, которые уже представили отчетность. Предварительные данные, даже не по полному кругу организаций, говорят о наметившей, к сожалению, тенденции налоговой базы и роста убытков. Инспекциям необходимо усилить контрольно-аналитическую работу в отношении организаций, резко сниживших налоговую базу и показавших убытки без имеющихся на то объективных причин, особенно тех, у кого в цепочках контрагентов задействованы фирмы-однодневки. Тем более в этом году налоговые органы доказано неправомерно заявлено ранее убытков на сумму свыше 200 миллионов рублей. Работу с такими организациями необходимо продолжить и в рамках балансовых комиссий отраслевых министерств. Важнейшим индикатором состояния социальной сферы является поступление зарплатных налогов, однако сокращение фонда оплаты труда в результате объявления нерабочих дней, снижение премиальных и иных выплат, отправление сотрудников в неоплачиваемые отпуска и частичное их сокращение привело к отрицательной динамике по НДФЛ. Снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 6,1%. При этом поступление во втором квартале текущего года снизилось к первому кварталу на 16% или более чем на 3 миллиарда рублей. На снижение поступлений повлиял также увеличение в 1,9 раза возвратов по имущественным и социально вычетам физическим лицам. 3,2 миллиарда, Рустам Нургалиевич, мы вернули имущественные вычеты и социальные. В сегодняшних непростых условиях важнейшей задачей является увеличение налоговой базы по зарплатным налогам, прежде всего за счет выявления и пресечения серых схем по выплате заработной платы. К тому же серые зарплаты создают несправедливые конкурентные преимущества и ведут к негативным социальным последствиям. Здесь бы хотел отметить, что федеральным законом от 30 июля текущего года номер 208 о внесении изменений в федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, значительно усилен контроль за операциями с наличностью. Основные нормы вы видите на слайде. Мы считаем, что, безусловно, данный закон поставит серьезные барьеры для применения схем по обналичиванию денежных средств. Применяя риск-анализ, мы работаем с плательщиками, чья зарплата отклоняется от среднеотраслевых значений, его итоги на слайде. Однако работа Межведомственной комиссии по легализации налоговой базы пока, к сожалению, недостаточно результативна. Поэтому поручаю начальнику инспекции проанализировать ее работу и предложить новые, более эффективные и системные методы легализации налоговой базы. В продолжении темы налогообложения физических лиц информирую, что уже начата кампания по массовому автоматизированному учету имущественных налогов за 2019 год, и в октябре 2 200 000 наших граждан республики начнут получать налоговые уведомления либо через личные электронные кабинеты, либо по почте. По предварительным расчетам ожидаемая сумма начисления составит 7 миллиардов 700 миллионов рублей, что на 500 миллионов больше прошлогоднего показателя. Понимая всю сложность сегодняшней ситуации в связи с снижением доходов населения республики, задача по имущественным налогам остается прежней. Полное и своевременное их поступление в бюджет, особое внимание обращая начальник инспекции на владельцев автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости. К сожалению, в республике четверть владельцев дорогостоящих автомобилей добровольно не уплачивают транспортный налог. Ездят на Porsche, Мерседесе S-класса, но налог платить не хочет. Поэтому к таким мы применяем меру принудительного взыскания, а с этого года совместно с ГИБДД и судебными приставами обеспечим на дорогах тотальную проверку автомобилистов на предмет уплаты ими имущественных налогов. При наличии задолженности транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку. Уважаемые коллеги, несмотря на мораторий на выездные налоги и проверки с апреля по июнь, мы ни на один день не прекращали контрольно-аналитическую работу, в том числе и по приостановленным проверкам. В июле мы возобновили работу по выездному контролю. Однако выездная проверка – это крайняя мера воздействия на налогоплательщика. Ни о каком давлении на бизнес речи быть не может, но это не значит, что налогоплательщик может пренебрегать своими налоговыми обязанностями и злоупотреблять применением схем ухода от налогообложения. Сегодня наши программные комплексы в полной мере помогают в автоматизированном режиме выявить бенефициаров схем, независимо от длины цепочек контрагентов, ну и обеспечить достаточно серьезную доказательную базу. И тогда проведение контрольных мероприятий с последующим применением мер налоговой ответственности будет неизбежным. За первое полугодие 2020 года по результатам контрольно-аналитической работы бюджетной системы поступило 745 миллионов рублей, в том числе по результатам выездных налоговых проверок 384. При этом налоговый орган ориентирован на оценку ее адекватности налоговой нагрузки конкретного плательщика и добровольное уточнение им налоговых обязательств. По итогам проведенной по данному направлению аналитической работы в бюджет дополнительно поступило 363 миллиона рублей.
Во взаимодействии с правоохранительными органами и Росфинмониторингом мы продолжаем работу по чистке налоговой среды от фирм-однодневок. Сегодня количество компаний с признаками эффективности сокращено в республике до 1,73% в общем количестве компаний, зарегистрированных в республике. Что касается досудебного регулирования налоговых споров и права работы, то за истекшие полугодие количество поступивших жалоб по налоговым спорам снизилось к соответствующему периоду прошлого года на 20%. Количество дел, рассмотренных в судах, сократилось в 1,6 раза, при этом оспариваемая сумма в пользу налогового органа составила 96%. Но эти цифры говорят о достаточно серьезной доказательной базе по результатам нашей контрольно-аналитической работы. Кратко хотел бы сказать о продолжающемся в Республике эксперименте по привлечению самозанятых граждан к регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Сегодня их в республике свыше 81 тысячи, это на 30% больше, чем на начало года. Подчеркну, что более 70% оплативших ранее налог не регистрировали свою деятельность. Работа по привлечению к регистрации продолжается. Переходя к вопросу задолженности в консолидированном бюджете республики, отмечу, что системная работа республиканского штаба ведется, и о результатах и принимаемых мерах они сегодня подробно расскажет Шамиль Хамидович Гафаров. Ну и, к сожалению, коронавирус также негативно отразился на платежной дисциплине бизнеса. Задолженность очень серьезно выросла к началу текущего года почти на 700 миллионов рублей. Но здесь бы хотел обратить внимание уважаемых налогоплательщиков на взаимную ответственность в отношениях с государством. Когда вы ставите вопрос о поддержке в виде субсидий, грантов и иных преференций, необходимо помнить и исполнение своей конституционной обязанности, своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. Поэтому применительно к неплательщикам мы будем ужесточать меры взыскания. В этой связи на более качественный уровень необходимо поднять взаимодействие со службой судебных приставов. Эффективность меры исполнительных действий должна составлять не менее 75%, особенно в отношении граждан. С добросовестными плательщиками, попавшими в трудную ситуацию, надо совместно искать и находить пути выхода из положения. Но здесь приоритетом мы считаем не допустить вала банкротств. В республике пока удается сдерживать их рост по юридическим лицам. Более того, по сравнению с началом года их количество снизилось на 14. Но, однако, по физическим лицам количество банкротов увеличилось на 407 человек. Работу в данном направлении мы будем продолжать. И Федеральная налоговая служба продолжает обновлять линейку электронных сервисов. Так, для реализации решений президента России по предоставлению льготных кредитов по ставке 2% субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным НКО, с 1 июня расширены возможности цифровой платформы, работающей на технологии распределенного реестра, блокчейн. Платформа позволяет банкам проверить заявление на кредит автоматически на основе верифицированных данных о статусе заемщика из государственных реестров. Внедрение данной технологии значительно, мы считаем, сокращает время для получения кредита. Хөрмәтле хезмәттәшләр, экономиканың авыр ситуацияда булуына карамастан Татарстан тулы күлемдә регион донор функциясын башкара. Ярты елга федераль бюджетка җыелган салымнар 66%, республикада 34 булды. Шул ук вакытта Идел буе федераль округында салымнар һәм иминят кертемнәрен җыю буенча лидер булып кала. Полностью выполнены за истекшие полугодие индикативные показатели, доведенные ФНС России по федеральному бюджету и страховым взносам. В части бюджета республики и бюджетов муниципальных образований мы сегодня ориентируемся на годовые значения, определенные законом о бюджете Республики Татарстан и решениями исполкомов муниципальных образований. Заканчивая свое выступление, подчеркну, что в условиях воздействия коронавирусной пандемии нет для нас более важной задачи, чем обеспечение стабильного поступления налоговых платежей и страховых взносов. Мы считаем, что это напрямую от этого зависит социальное благополучие республики и ее граждан. Основные задачи, которые стоят перед налоговым городом до конца текущего года, вы видите на слайде. Докладом Тамам, Ихтибарычин, Рахмет. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле президиум, хөрмәтле киңәшмәдә катнашучылар. Агымдагы елда бюджет аеруча четерекле шартларда үтәлә. Узган 10 елларда финанс кризислары кыска вакытта характер йөртә иде. Аларның бюджетка ясаган йогынтысын экраннарда күрәсез. Сегодня кризисное явление усиливается волатильностью цен на нефть и курса доллара. Одновременно состояние экономики характеризуется снижением уровня производства и потребления, директивным сокращением объемов добычи нефти. Также на экономику сильное влияние оказывает распространение новой коронавирусной инфекции.
Вышеназванные процессы негативно отразились на исполнении доходов консолидированного бюджета республики. Их структуру вы видите на экране. За 6 месяцев текущего года поступило налоговых и неналоговых доходов 105,2 миллиарда рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 31,6 миллиарда рублей. На экране вы видите, каким образом кризис отразился на позициях Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации и Приволжского федерального округа по доходам бюджета в целом и по налогу на прибыль. Аналогично сложной ситуации с исполнением бюджета республики. Структура дохода бюджета республики приведена на слайде. За 6 месяцев текущего года поступило налоговых и неналоговых доходов 84,7 миллиарда рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 30 миллиардов рублей. Резкое снижение поступления по налогу на прибыль является основным фактором уменьшения доходов бюджета республики. За 6 месяцев налог на прибыль поступил в объеме 24,7 миллиарда рублей со снижением 25,2 миллиарда рублей. Основные причины уменьшения поступления налога на прибыль вы видите на слайде. Далее ситуация по уплате налога среди крупных предприятий. По итогам первого полугодия 2020 года крупными предприятиями бюджет Республики Татарстан уплачен 10 миллиардов рублей, что меньше уровня первого полугодия 2019 на 21,5 миллиарда рублей. Удельный вес уменьшения налогов по крупным предприятиям вы также видите. Это очень большой объем, 85,3%. Наиболее серьезное снижение дохода образовалось у нефтяных компаний в объеме 16,6 миллиарда рублей. Основными факторами, оказывающими влияние, является снижение цен на нефть, снижение добычи и реализации нефти, завершением налогового маневра. Следующее по объему снижение предприятий отрасли нефтепереработки и нефтехимии. Здесь налоги снижены на 3,5 миллиарда рублей. Причина снижения цены на реализуемую продукцию – отрицательное влияние курсовой разницы. В целом по нефтедобыче и нефтепереработке приходится 80% от общей суммы падения налога. На следующих слайдах вы видите перечень прочих налогоплательщиков, допустивших существенное снижение, а также обеспечивших определенный рост. В результате по расчетам крупных предприятий с учетом продолжающейся отрицательной динамики платежей нефтехимических предприятий и консолидированной группы «Газпром», других прочих налогоплательщиков, поступление налога на прибыль в 2020 году оценивается в объеме 41 миллиард рублей, при первоначальном плане 100 миллиардов рублей. Это я называю годовую сумму. Следующий налог акцизы. В консолидированный бюджет они поступили в объеме 16,9, бюджет республики 16,5 миллиарда рублей. Поступление акциза по видам подакцизных товаров вы видите на слайде. Обстановка с поступлением имущественных налогов вы видите на экране. Далее характеризую налоги на поступающие в республиканские и местные бюджеты. Во-первых, это особо значимо для бюджета всех уровней налога, это налог на доход физических лиц. За отчетный период налог поступил в консолидированный бюджет республики в объеме 34,9, в том числе бюджет республики 24, местный бюджет 10,9 миллиарда рублей. Отставание консолидированного бюджета республики составило 2,3 миллиарда рублей. Причина – рост возвратов по имущественным социальным вычетам, спад производства в результате распространения новой коронавирусной инфекции. На слайде вы видите регионы, допустившие снижение поступлений налога. Данное снижение возможно частично перекрыть имеющиеся недоимки. Это вот мы 23-24 слайд показываем. А отдельно выделены регионы, имеющие возможность перекрыть недоимку с отставанием по налогу в полном объеме. Указанным районам для сокращения падения налога необходимо усилить работу межведомственных комиссий. Следующие доходы, отчисляемые республиканские и местные бюджеты. Налог на упрощенную систему налогообложения и неналоговые доходы. Показатели их исполнения приведены также на экране. Далее исполнение местных бюджетов. Структура дохода вы видите на слайде. Объем поступления в целом составил 20,5 миллиарда рублей с отставанием от 1,6 миллиарда рублей или на 7%. Здесь хочу остановиться на отдельных налогах местных бюджетов, по которым имеется снижение. Земельный налог поступил в объеме 3,5 миллиарда рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 276 миллионов рублей. Снижение поступлений допущено в 26 регионах, причем 15 из них на первый имелись резервы в виде недоимки, взыскание которой позволяет полностью устранить снижение поступления. Их вы видите вот на экране. Следующий налог на совокупные налоги на совокупный доход. Местный бюджет поступил в объеме 2,4 миллиарда рублей, что ниже поступления прошлого года на 12%. Структура налогов также приведены на слайде.
На следующем слайде приведены регионы, по которым произошло снижение поступления. При этом имеется вот недоимка. Полностью вот с недоимкой можно в этих регионах закрыть. Что касается недоимка в целом, по налоговым платежам без учета банкротов, то на 1 июля она составила 3,9 миллиарда рублей, с ростом к началу года на 359 миллионов рублей. Необходимо активизировать и продолжить работу по сокращению недоимка совместно с налоговыми органами службы судебных приставов. Отмечу, что в рамках порядка взаимодействия в области капитального строительства и ремонта зданий, сооружений и дорог Департамент казначейства Минфина осуществляет перечисление средств по государственным контрактам только при отсутствии у подрядной организации налоговой задолженности. Кроме того, хотел бы остановиться на вопросе включения государственного муниципального контракта в условиях отсутствия налоговой задолженности. Аналогичные условия должны содержаться и положение закупок государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в собственности республики. Одновременно обращаю ваше внимание, что по состоянию на период текущего года наблюдается рост задолженности по аренде земли и имущества. Районы, по которым произошел рост задолженности, также вы видите вот на экране. Ярты ел нәтижеләре буенча җыелмый калган керемнәрнең төп өлеше республика бюджетына туры килә. Җирле бюджетларның керем чыганакларына исә кризис кимрәк дәрәҗәдә йогынты ясады. Беренче ярты елда бюджет акчалары чикле булуга карамастан, без җирле бюджетларны бюджетара трансфертлар белән тулысынча 31,5 миллиард сум күләмендә тәэмин иттек. Шул ук вакытта бары тик беренче чираттагы чыгымнарның финанслау режимын кертү, беренче ярты елда хезмәт хаклары, барлык социаль пособиеләрне бюджет учрежденияларының агымдагы чыгымнарын үз вакытында түләүгә мөмкинлек бирде. В результате расхода консолидированного бюджета на 1 июля составил 164,2 миллиарда рублей, с исполнением плана 44%, бюджет республики 145,5, местных бюджетов 50,2 миллиардов рублей. В текущем году в Республике Татарстан продолжено мероприятие по исполнению майских указов в части регулирования уровня заработной платы. По итогам первого полугодия 2020 года поставлены задачи выполнены. Их вы видите на экране. Обеспечивая достигнутый уровень заработной платы в текущем году, в условиях напряженной эпидемиологической обстановки отмечаются отдельные сложности в исполнении майских указов. Речь идет о снижении поступления от внебюджетной деятельности в учреждениях социальной сферы. Отставание по республиканским учреждениям составляет 778, по муниципальным 578 миллионов рублей. Сохранение уровня средней зарплаты отдельной категории бюджетников мы вынуждены компенсировать за счет средств бюджета. На слайде вы видите обстановку с поступлением небюджетных доходов в сравнении с прошлым годом и планом в разрезе министерств и ведомств. На следующем слайде аналогичная информация в разрезе муниципальных районов и городских округов. Отмечу, что большинство регионов в первом полугодии наблюдается отставание. Здесь я обращаюсь к Министерствам отраслевой и социальной сферы, руководителям регионов с просьбой уделить пристальное внимание поступлениям доходов от небюджетной деятельности и обеспечению во втором полугодии плановых показателей. Осложняет исполнение бюджета ряд решений, требующих дополнительные расходы бюджета Республики Татарстан. Их вы видите на экране. В связи со сложной обстановкой по исполнению бюджета в первом полугодии принимались оптимизационные меры по расходам. Их направление вы видите также на экране. Отдельное направление работы в этом вопросе – повышение эффективности республиканских программ, программ капитальных вложений, дорожных работ. В отношении местных бюджетов президент республики утвердил протокол. В нем вам было рекомендовано провести оптимизационное мероприятие, аналогичное республиканским. Сегодня можно отметить, что мероприятия по оптимизации эффективно реализовывались в большинстве районов. На следующем слайде вы видите, что несмотря на проведенное мероприятие, имеется регионы, в которых оптимизация не дает возможности перекрыть выпадающие доходы. Я обращаюсь к руководителям регионов с просьбой о продолжении работы в данном направлении. В текущем году продолжается реализация национальных проектов, реализация которых также необходимо уделять пристальное внимание. Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов Республики Татарстан на 2020 год составляет 26,9 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федеральных 18,5 и за счет республики 8,4. Далее о результатах проверок, проведенных в рамках исполнения полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. Контрольно-ревизионным подразделением Департамента казначейства Министерства финансов за 6 месяцев проведено 127 проверок. На экране вы видите результаты работы с выявленными нарушениями. Перечень нарушений, по которым предприняты оперативные меры по их устранению, также приведены на слайде.
Следующий вопрос – проведение мероприятий по оценке налоговых расходов. В республике продолжается работа по анализу эффективности налоговых расходов в соответствии с общим требованием к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года номер 796. В завершение вопроса текущего исполнения бюджета отмечу задачу на 2020 год, которую нам необходимо решать. Обеспечить поступление доходов в запланированных объемах, максимальный сбор доходов от аренды земли и имущества, работа с недоимкой по налогам и задолженности по арендным платежам, увеличение доходов от небюджетной деятельности, качественное исполнение бюджета в разрезе каждого доходного источника, экономное и эффективное расходование бюджетных средств, приостановление действия отсрочки исполнения расходных обязательств. Следующий важный блок – это формирование бюджета на 2021-2023 годы. Сегодня на федеральном уровне приостановлены все законодательные нормы, части сроков и порядка разработки прогноза бюджета на очередной трехлетний период. В связи с этим мы обратились к нашему президенту о продлении срока составления проекта бюджета минимально на 1 месяц. Таким образом, проект бюджета планируется внести на рассмотрение Кабинета министров в начале октября текущего года. Соответствующий график нами сформирован. В первую очередь необходимо приступить к составлению доходной части консолидированного бюджета. В соответствии с поручением президента Республики Татарстан нам предстоит методичная и кропотливая работа с налогоплательщиками. Также в ближайшие месяцы нас ждет напряженная работа по формированию расходной части бюджета, согласуя все параметры с главным распределителем бюджетных средств и муниципальными районами. Параллельно необходимо продолжить работу по определению подходов к взаимоотношениям с федеральным бюджетом в условиях сокращения доходов бюджета республики. Муниципаль дәрәҗәдә бюджетны формалаштыру буенча эш вакытны кичектерүгә карамастан даими режимда башкаларга тиеш. Бу мәсьәлә буенча агымдагы бурычларның берсе бюджетны караганчы җирле салымнар кагылышлы муниципаль норматив актларны ачыклау һәм кабул итү. Әлеге норматив актлар салымнар буенча билгеләнгән ставкаларны һәм ташламаларны үзгәртүгә кирәк булганда кабул ителә. Республика дәрәҗәсендә без бу эшне башладык инде. Салым салуның гадиләштерелгән системасы һәм оешмалар мөлкәткә салым салу буенча 2 закон кабул ителде. Тегәл ставкаларны һәм законнарны исемлеген сез экранда күрәсез. В заключение подчеркну, что ситуация с исполнением бюджета остается крайне напряженной. В связи с этим решение вопроса сбалансированности бюджетов в первую очередь зависит от нашей эффективной работы по мобилизации доходов, сокращению недомка, экономному расходованию бюджетных средств. Одновременно требуется отработка на федеральном уровне вопросов получения дополнительной финансовой помощи. Также важной задачей до конца текущего года остается формирование реального, максимально сбалансированного бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов. Чыгышым тамам. Благодарю за внимание. Хурматлы Руслан Нургалиевич, хурматлы президиум, хурматлы коллегалар. Сізне Татарстан Республикасы Федераль казначылык идарәсенең 2020 елның беренче яртылыгы эш нәтиҗәләре белән таныштырырга һәм сезнең игътибарыгызга икенче яртылыкта тормышка ашырылырга тиешле төп бурычларны тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. При исполнении бюджетных полномочий по учету поступлений и их распределению между бюджетом на едином доходном счете управления по состоянию на 1 июля текущего года числом поступлений на общую сумму 587 миллиардов или 88% прошлому году. Перечислено в бюджетную систему Российской Федерации 531 миллиард рублей или 87% прошлому году. Их распределение на слайде. Объем поступлений доходов в бюджеты без учета межбюджетных трансфертов по сравнению с 2019 годом уменьшился на 110 миллиардов рублей и составил 419 миллиардов рублей или 79% прошлому году. В рамках исполнения расходной части бюджетов на лицевые счета участников и неучастников бюджетного процесса зачислено 242 миллиарда рублей. Объем расходов, проведенных управлением за первое полугодие текущего года, составил 153 миллиарда рублей. Из федерального бюджета в доход бюджета Республики Татарстан поступило межбюджетных трансфертов на сумму 33,5 миллиардов рублей или 240% к прошлому году. Информация в разрезе видов межбюджетных трансфертов представлена на слайде. 4,5 миллиарда рублей или 14% от общей суммы межбюджетных трансфертов перечислено на реализацию национальных проектов. В Республике Татарстан в текущем году запланировано представление из федерального бюджета и бюджета Фонда социального страхования в рамках исполнения 11 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 25 миллиардов рублей. В прошлом году была цифра 25,9 миллиардов рублей.
Исполнение по состоянию на 1 июля текущего года составило 24% или 6 миллиардов рублей. Говоря о национальных проектах, отмечу следующее. Постановлением правительства России номер 496 о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета установлена норма о заключении соглашений в системе электронного бюджета, о представлении из бюджета субъекта, местного бюджета, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов. При этом соглашение заключается в соответствии с типовыми формами, установленными Минфином России. С начала года в республике заключено 108 таких соглашений. В целях обеспечения открытости и прозрачности использования средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, данные соглашения размещаются в реестре соглашений на едином портале бюджетной системы. Для тех главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, кто планирует заключать такие соглашения, информация о подключении ответственных работников, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к системе электронный бюджет размещена на официальном сайте Минфина России в разделе «Деятельность, электронный бюджет, подключение к системе электронный бюджет». В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан номер 504 об организации проектной деятельности в правительстве Республики Татарстан в настоящее время в системе электронный бюджет сформированы и утверждены 50 паспортов региональных проектов, разработанных в целях достижения показателей федеральных проектов. Ежемесячно проектные и ведомственные офисы республики размещают в данной системе 50 отчетов о ходе реализации региональных проектов для направления в проектный офис правительства Российской Федерации. На органы федерального казначейства возложено осуществление проверки паспортов региональных проектов, а также осуществление мониторинга, размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов. Данные полномочия заключаются в методическом и технологическом сопровождении, целью которого является обеспечение правильности и своевременности формирования документов в системе электронный бюджет. В связи с многочисленными обращениями финансовых органов субъектов федерального казначейства по вопросам обеспечения детализации мероприятий, связанных с капитальными вложениями в объекты государственной и муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в государственной собственности за счет средств межбюджетных трансфертов, начиная с текущего года мы стали присваивать каждому объекту уникальный 17-значный аналитический код. В связи с этим учет средств на лицевых счетах клиентов начал вестись в разрезе объектов капитального строительства. В нашей республике аналитические коды присвоены 129 объектам, в том числе 40 объектам, строящимся в рамках национальных проектов. Информация об аналитических кодах размещена на официальном сайте Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. Далее несколько слов о средствах, представленных из федерального бюджета и бюджетов государственных бюджетных фондов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджета республики выделено межбюджетных трансфертов на оказание поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в сумме 4,4 миллиарда рублей, в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в сумме 2,4 миллиарда рублей. В целях исполнения распоряжений правительства России в части обеспечения контроля за целевым использованием дотации управление осуществляет санкционирование расходных операций с использованием соответствующих аналитических кодов. Кроме того, напрямую из резервного фонда правительства Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов выделено 16 миллиардов рублей. Хочу отметить, что с главными распорядителями средств бюджета Республики Татарстан, а также с территориальными государственными внебюджетными фондами проводится большая совместная работа, направленная на своевременное и качественное осуществление платежей, связанных с коронавирусной инфекцией. Учитывая социальную значимость, данные средства выплаты осуществляются управлением в оперативном порядке. Одним из важнейших инструментов контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств является казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров, соглашений. По состоянию на 1 июля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям открыто 1883 лицевых счета. С начала года на данные счета поступило 37 миллиардов рублей. Кассовые выплаты составят 27,5 миллиардов рублей. Подробнее остановлюсь на казначейском сопровождении средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан. Помимо сопровождения субсидий, предоставляемых кооперативам, начинающим и семейным фермерам, в этом году мы начали сопровождать новые средства. Это гранты на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств по проекту «Агростартап». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По итогам конкурсных процедур, проведенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в 2020 году были отобраны 333 сельхозпроизводителя, в том числе 162 хозяйства по проекту «Агростартап», которым предполагается выделить субсидии на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. На основании обращения Минфина Республики Татарстан в настоящее время получателям субсидий открыто 162 лицевых счета,
на которые зачислено 1,2 миллиарда рублей. Далее контроль в финансово-бюджетной сфере. Управлением в первом полугодии 2020 года проведено 20 контрольных мероприятий, 18 из которых в соответствии с планом контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2020 год и 2 внеплановых контрольных мероприятий по поручениям и обращениям. Общая сумма проверенных средств составила 5,5 миллиарда рублей. Выявлено нарушение бюджетного законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, сотрудники управления участвовали в выездных проверках на 15 объектах, расположенных в других субъектах России. В условиях сложившейся ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на основании постановления правительства России 438 плановые контрольные мероприятия на текущий момент приостановлены. В настоящее время продолжается реализация масштабного проекта казначейства России «Централизация учетных функций федеральных органов исполнительной власти». На текущий момент федеральное казначейство осуществляет полномочия по ведению бухгалтерского учета и начислению заработной платы за 35 федеральных органов власти в информационной системе «Электронный бюджет». Наше управление в части данной функции обслуживает учреждения, подведомственные 8 федеральным службам на территории Республики Татарстан, представлены на слайде. В 2021 году управление будет осуществлять полномочия по ведению бухгалтерского учета и начислению заработной платы по 32 организациям. В настоящее время управление совместно с данными учреждениями проводит соответствующую подготовительную работу по утвержденной дорожной карте. Основной задачей текущего года, обозначенной в стратегической карте казначейства России на 2020-2024 года, является подготовка к внедрению с 1 января 2021 года системы казначейских платежей. В связи с тем, что данный проект является очень значимым по своему масштабу, охвату и сложности, работы по его реализации начались намного раньше. Ключевых инноваций будет 2. Формирование и функционирование большого единого казначейского счета, на котором будут сконцентрированы все финансовые ресурсы государственного сектора экономики и которым казначейство России будет управлять путем размещения средств на финансовом рынке с помощью различных инструментов. Доходы от этого процесса управления будут пропорционально распределяться между соответствующими публично-правовыми образованиями, остатки которых будут являться источниками проведения подобных сделок. При этом важно отметить, что те регионы, которые в настоящее время самостоятельно занимаются размещением ликвидных средств своих бюджетов, смогут продолжить это делать и при переходе на систему казначейских платежей. Второе. Переход от ведущихся сейчас множественных банковских счетов, открываемых федеральным казначейством для каждого публично-правового образования в Банке России, казначейским счетам, которые будут открываться всем публичным правовым образованием, но с ведением раздельного учета по их средствам и обслуживаться непосредственно в территориальных органах казначейства России. Суть этой трансформации с точки зрения управления расчетами, платежами – это превратить казначейство в аналог большого многофилиального банка с единым корреспондентским счетом. При этом все эти мероприятия произойдут с минимальными изменениями для наших клиентов. Трансформация бизнес-процесса приведет к унификации форм платежных документов, а также к унификации вариантов кассового обслуживания, исполнения бюджетов субъектов и муниципалитетов. Таким образом, создание системы казначейских платежей позволит оптимизировать платежные функции, а также сократить время прохождения платежа от 2-3 дней до одномоментного. В настоящее время Минфин России и Федеральное казначейство ведут соответствующую работу по внесению изменений в бюджетный кодекс. Ряд законных нормативно-правовых актов в настоящее время уже приняты, вы их видите на слайде. По остальным ведется подготовительная работа. Доклад тамам. Ихтибару Сешин Рахмат. Спасибо за внимание. Уважаемый Рустам Нургалевич, Фарид Карлович, Алексей Валерьевич, уважаемый президиум, хөрмәтле коллегалар. Текущая социально-экономическая ситуация требует от органов государственной власти принятия комплексных мер. Не только по стабилизации ситуации, но и по поиску новых решений для восстановления и роста экономики. Благодаря решениям, принятым на федеральном и республиканском уровнях, реализуются меры, позволяющие снизить негативное влияние кризиса и обеспечивают восстановление финансово-хозяйственной деятельности как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса. В целях выработки мер по сокращению недоимки по налогам штабом сделан прогноз динамики роста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Республики Татарстан. В прогнозе учтены решения правительства Российской Федерации по продлению субъектам малого и среднего предпринимательства сроков уплаты по большинству налогов в пострадавших отраслях экономики, а также решение правительства Республики Татарстан по поддержке малого и среднего бизнеса. Всего в республике по состоянию на 1 июля меры по переносу сроков уплаты налогов воспользовались 46 648 предпринимателей, в том числе 30 тысяч получили продление по уплате страховых взносов.
Как видите, согласно прогнозу, на 1 июля налоговая задолженность оценивалась в 9 миллиардов 777 миллионов рублей. Фактическое значение составило 9 миллиардов 528 миллионов рублей. К концу года эта цифра может достичь 12,5 миллиардов рублей. Хочу напомнить, что в складывающейся экономической ситуации Министерством финансов Республики Татарстан выпадающие доходы консолидированного бюджета республики прогнозируются в сумме 80 миллиардов рублей. Очевидно, что уже сейчас необходимо принимать меры по сокращению налоговой задолженности, которая является одним из резервов не просто пополнения республиканских и местных бюджетов, а выполнения принятых социальных обязательств, взятых республикой на себя перед гражданами Татарстана и выполнения национальных проектов, определенных президентом Российской Федерации. Задача серьезная, и мы ее должны с вами выполнить. Итак, в своем докладе я хочу остановиться на 3 аспектах работы штаба по сокращению налоговой задолженности в части консолидированного бюджета Республики Татарстан. Первое – это сокращение налоговой задолженности по имущественным налогам физических лиц. На 1 июля 2020 года задолженность составляет 2 миллиарда 240 миллионов рублей. На 1 января 2021 года задолженность прогнозируется в сумме 4 миллиарда 248 миллионов рублей. Увеличение практически на 2 миллиарда рублей. Второе – о работе по сокращению налоговой задолженности юридических лиц. И третье – это работа министерств и ведомств по сокращению налоговой задолженности в курируемых отраслях. Итак, по первому вопросу. Благодаря принятым мерам по сравнению с другими регионами у нас ситуация по задолженности физических лиц в целом в республике неплохая. Для сокращения задолженности организовано информирование о наличии налоговой задолженности всех посетителей многофункциональных центров, филиалов Бюро технической инвентаризации и почтовых отделений Почты России. Благодаря поддержке Министерства внутренних дел по Республике Татарстан аналогичная работа проводится подразделением управления ГИБДД и управлением по вопросам миграции. Была закуплена вся необходимая компьютерная и офисная техника, установлено программное обеспечение, налажено взаимодействие с управлением налоговой службой по Республике Татарстан. Это позволило в 2019 году через многофункциональные центры дополнительно распечатать 807 тысяч платежных поручений для оплаты просроченной задолженности. Через БТИ, Бюро технической инвентаризации, более 10 тысяч платежных поручений. Через управление ГИБДД более 5 тысяч платежных поручений. Конечно, штаб регулярно методом «тайный покупатель» изучает фактическое состояние работы в данном направлении. Не всегда, к сожалению, работа поставлена на должный уровень, но мы проводим корректировку и уверен, что именно это направление позволяет нам максимально охватывать потенциальных неплательщиков. Серьезный потенциал в работе по снижению задолженности имеет служба судебных приставов. Как уже докладывал в своем выступлении Сафиуллин Марат Адипович, необходимо усилить работу в данном направлении. Со своей стороны республика оказывает всестороннюю поддержку, в том числе по приобретению аппаратных комплексов «Дорожный пристав» для выявления должников на дорогах. Определенные результаты здесь есть, и вот лишь некоторые примеры. Вчера по ходу совместных рейдов, буквально вчера, управлением ГИБДД и судебных приставов арестованы и помещены на стоянку 2 автомобиля. Это ВАЗ-2112. Сумма задолженности в бюджет составляет 284 тысячи рублей. Автомобиль ВАЗ-2114. Сумма задолженности составляет 127 тысяч рублей. Другой пример. Буквально 16 июля в центре Казани арестован автомобиль «Ситроян», долг которого по земельному налогу 1 миллион рублей. В ближайшее время будет произведена оценка автомобиля, чтобы его возможно было продать в счет уменьшения погашения задолженности. Здесь отдельно хочу поблагодарить управление ГИБДД, которое активно участвует совместно с судебными приставами в работе с должниками, имеющих транспортные средства. Но работы, как показывает статистика в этом направлении, еще очень много. Хочу обратить ваше внимание еще на один интересный аспект в части работы с физическими лицами. В республике предоставляется 221 государственная услуга. Из них 164 услуги оказываются физическим лицам. Чтобы понять объем оказанных услуг, мы взяли 2019 год. Так, за весь прошлый год было оказано 2 миллиона 532 тысячи государственных услуг, из которых 96% приходится на Министерство труда, занятости и социальной защиты, связанные с оказанием мер социальной поддержки гражданам. Мы выборочно проанализировали реестр получателей меры социальной поддержки. Что получилось?
Всего в республике различными мерами социальной поддержки охвачен 1 миллион 324 тысячи жителей. В ходе выборочной проверки данных по 100 тысяч жителей из числа получателей мер соцподдержки более чем у 6 тысяч на 1 января оказалась непогашенная налоговая задолженность в консолидированный бюджет в размере 12,8 миллионов рублей. На наш взгляд, это, мягко говоря, немножко неправильно. Когда государство должно выполнять принятые на себя социальные обязательства, а другая сторона не считает нужным выполнять свою, подчеркну, конституционную обязанность. Поэтому предлагаю обеспечить информированность всех получателей мер социальной поддержки, а их у нас 1 300 000 жителей, как в электронном виде, так и при личном посещении отделений соцзащиты, аналогичному опыту многофункциональных центров. Для этого Министерству цифрового развития совместно с Министерством труда и социальной защиты необходимо доработать программное обеспечение и внести соответствующие корректировки в регламенты работы. Действенной мерой может стать также организация информирования людей о наличии налоговой задолженности, обращающихся за услугой Министерства образования и науки Республики Татарстан. Аналогичные меры по информированию должников нужно принять всем органам власти республики, оказывающим государственные и муниципальные услуги. Так, например, из 94 тысяч госуслуг, оказанных в 2019 году другими органами исполнительной власти, 48% или 45 тысяч госуслуг приходится на управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Информация, как вы видите на слайде. Прошу отраслевые министерства проработать вопрос включения в нормативно-правовые акты условий об отсутствии у получателя услуги задолженности по уплате налогов и сборов. Министерству цифрового развития необходимо синхронизировать базы данных отраслевых министерств, оказывающих меры государственной поддержки, для возможности информирования физических лиц о наличии у них налоговой задолженности. Кроме этого, Министерством цифрового развития внесены предложения по обеспечению дополнительного сквозного визуального информирования пользователей портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Вне зависимости, к какому разделу портала они обращаются, с возможностью быстрой его оплаты. По итогам 2019 года через портал государственных и муниципальных услуг правительства Республики Татарстан было оказано 790 тысяч государственных услуг. Это наш серьезный резерв, серьезный потенциал по работе с погашением задолженности физических лиц в целом по Республике Татарстан. Это блок вопросов, которые мы предлагаем по работе с задолженностью по уменьшению задолженности физических лиц. Большой объем, серьезная работа, но очень необходимая работа. Тем более я хочу сказать, по прогнозу задолженность физических лиц к концу года должна составить более 4 миллиардов рублей. Второй вопрос, который я сегодня здесь хочу обозначить, это то, что касается юридических лиц. В рамках антикризисных мер 30 предприятий республики включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Кроме этого, распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан утвержден республиканский перечень крупных социально значимых предприятий республики. Уважаемый Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, предлагаю рекомендовать всем крупным предприятиям и организациям, включенным в соответствующие федеральные республиканские перечни, скорректировать свою закупочную документацию для исключения контрагентов, у которых имеется задолженность по налогам и сборам, а также провести работу по сокращению задолженности по имущественным налогам у своих сотрудников. Это 500 предприятий, стабильных, серьезно работающих на рынке. Это 515 тысяч активных граждан Республики Татарстан, физических лиц. Если мы рассмотрим и отработаем с ними вместе эту работу, то, я считаю, мы серьезно скорректируем налоговую задолженность у физических лиц к концу года. Второе. Отраслевым министерством организовать мониторинг за финансово-экономическим состоянием системообразующих предприятий и совместно с ними доработать закупочную документацию. Открытым остается вопрос по задолженности организаций, которые не закреплены ни за одним из отраслевых министерств. Соответственно, целевая работа по ней пока не ведется, но долг превышает уже 1 миллиард рублей. Прошу Министерство экономики в кратчайшие сроки внести предложение о распределении этих видов деятельности по отраслевым министерствам. Коллеги, мы эту работу должны начать. Рано или поздно мы с этим столкнемся. А то, что по окладу предприятия, республиканские организации не перечислены ни к одному из министерств ведомств, честно говоря, это мы оттягиваем время и усиливаем эту болячку. Этот вопрос нам нужно решить. И отдельно хочу остановиться
то, что касается госуслуг, которые мы оказываем юридическим лицам. За 2019 год министерством ведомствами оказано 140 тысяч государственных услуг юридическим лицам, то бишь нашим предприятиям. По аналогии по работе с физическими лицами, коллеги, мы также эту работу должны выстроить и с юридическими лицами. Это большое наше подспорье, большой наш резерв, где мы можем серьезно улучшить работу по задолженности юридических лиц перед консолидированным бюджетом. И, наконец-то, третье, что касается в целом по работе отраслевых министерств ведомств. Что касается ситуации с сокращением задолженности по отраслям экономики, на 1 июля наибольший объем задолженности все-таки приходится на Министерство промышленности 1 миллиард 982 миллиона рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года, как мы с вами договаривались, 555 миллионов рублей или 40%. Министерство строительства и архитектуры, долг 1 миллиард 754 миллиона рублей. Рост к аналогичному периоду 164 миллиона рублей или на 10%. Министерство транспорта, долг 684 миллионов рублей, рост 8%. Министерство сельского хозяйства 665 миллионов рублей, рост 10%. При этом ситуация задолженности по этим отраслям, она немного непонятна. Объясню почему. На эти отрасли ежегодно выделяются значительные бюджетные средства. Вот обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Например, на текущий год по линии Министерства строительства выделено или выделяется 58 миллиардов рублей. По линии Министерства транспорта 41 миллиард рублей. По линии Министерства сельского хозяйства 11 миллиардов рублей. Причем из них 9,5 это субсидии. По Министерству промышленности 928 миллионов рублей или примерно 1 миллиард. Нельзя допускать возможности участия в реализации программных мероприятий недобросовестных подрядчиков, у которых есть непогашенные обязательства перед бюджетом. Стоит обратить внимание, что предприятия и организации в указанных мною отраслях на период ограничительных мер не приостанавливали свою деятельность. Мы их не приостанавливали. Они все 5 месяцев, когда все другие отрасли стояли, они работали. И совершенно непонятно, почему у них, понятно, есть смежные компании, смежные предприятия, и совершенно непонятно, почему у них растет налоговая задолженность. Здесь важно затронуть и меры господдержки в виде субсидий, грантов и иных выплат, осуществляющих через отраслевые министерства. Так, за 2019 год такой поддержкой воспользовалось 4,5 тысяч получателей. У 446 получателей на 1 января имелась налоговая задолженность на 130 миллионов рублей. Ну, вы все понимаете, что такое грант, субсидия, как они выдаются. Ну, то есть, вот у него есть налоговая задолженность, а мы ему на еще деньги, пожалуйста. И он эту налоговую задолженность не погашает. Ну, немножко вот понятно, что это несовершенство не только нашей документации, но и федерального законодательства. Но мы к этим вещам должны повернуться и посмотреть немножко по-другому. 62% задолженности – это должники по линии Министерства транспорта, 35% по организации Министерства сельского хозяйства. Указанную ситуацию, как я уже говорил, нужно исправлять. Штабом проанализированы нормативные документы и правовые акты республики, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки. Это субсидии, гранты, выплаты, как я уже говорил. И установлено, что не во всех актах содержатся условия об отсутствии у получателей субсидий или грантов налоговой задолженности. Это по линии Министерства труда, по линии Министерства строительства, по линии Министерства по делам молодежи, Министерства культуры, Министерства образования. Прошу Министерство и ведомства в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты. Меры государственной поддержки должны оказываться только тем, у кого отсутствует налоговая задолженность. Ну или те, кто выполняет свою конституционную обязанность. Я к этому вопросу возвращаюсь таким образом. Уважаемые коллеги, у всех созданы отраслевые балансовые комиссии. И судя по отчетам, они активно работают. Однако текущие результаты не позволяют говорить об эффективности такой работы. Много вопросов остается по задолженности банкротных предприятий, в том числе по работе арбитражных управляющих, которые заинтересованы в длительности процедуры банкротства. Я делаю ударение на слове длительности процедуры банкротства. Необходимо всем участникам процедуры банкротства, а также проверяющим органам усилить контроль за своевременностью и полнотой исполнения арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей.
Пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, здесь обратиться к прокурору Республики Татарстан с просьбой определить представителей прокуратуры для участия совместно с налоговой службой, арбитражными управляющими и предприятиями банкротными в балансовых комиссиях отраслевых министерств. Уверен, что опыт работников прокуратуры позволит расширить практику наложения ареста на имущество налогоплательщика организации, но в рамках статьи 77 Налогового кодекса. Это значительно повысит эффективность балансовых комиссий, а самое главное – финансовую дисциплину предприятия. Такая же работа должна быть организована и на уровне муниципалитетов. Буквально в начале июля опубликовано постановление правительства Российской Федерации за номером 975, которым уточнен перечень документов, подтверждающих наличие основания признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. Прошу налоговую службу на постоянной основе проводить работу по списанию действительно безнадежной к взысканию задолженности. Однако списание задолженности – это крайняя мера, когда уже все имеющие ресурсы исчерпаны. Здесь налоговой службе нужна поддержка со стороны силового блока по поиску реальных бенефициаров банкротных предприятий, за счет которых возможно обеспечить погашение задолженности в рамках уголовной или субсидиарной ответственности. Такую практику нужно нарабатывать. Уважаемые коллеги, помощь в сокращении задолженности могут оказать и контрольно-надзорные органы, действующие в Республике Татарстан. Ежегодно органы государственного контроля и органы муниципального контроля формируются реестры для проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого Генеральная прокуратура Российской Федерации публикуется сводный план. Предлагаем министерственным ведомствам и муниципалитетам при формировании планов проверок в первую очередь включать в них предприятия, у которых имеется налоговая задолженность. Здесь, безусловно, нужна поддержка также прокуратуры и Республики Татарстан. Кроме того, возможно при проведении внеплановых проверок организовать информирование проверяемого о наличии у него задолженности. Многие предприятия, когда в сводном плане проверок, которые публикуются в открытой сети в начале года, увидев себя, что они находятся в этом плане проверок, они просто начнут работу по погашению своей задолженности в части консолидированного бюджета, чтобы не испытывать дополнительных проблем в ходе проверки. И последнее, то, что касается муниципальных органов власти. Хочу обратить ваше внимание также на ряд моментов. О них сегодня мы много говорили, но не могу не остановиться. Но то, что мы сейчас нарабатываем по государственным услугам для юридических и физических лиц, также должно быть реализовано по муниципальным услугам. Недопустимо, чтобы получатель различных видов мер поддержки была задолженность по налогам. Но мы понимаем также, что большая задолженность приходится на предприятия города Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. Убежден, что для любого городского округа, муниципального района сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет республики и, соответственно, в местный бюджет в текущих условиях – это возможность сохранить баланс в бюджете муниципального образования или городского округа. При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, ряд муниципалитетов обеспечили сокращение налоговой задолженности. Камскустинский район сократил задолженность на 58%, Держановский район на 47%, Тюлечинский на 44%, Апастовский на 43%, Новошишминский на 42%. Я хочу сказать, резервы есть при желании работать с налоговой задолженностью. Но есть и антилидеры. Почти в 3 раза увеличили задолженность в Заинском районе, в 2 раза в Менделинском, в Агрызских районах, в Менделеевском на 47%, в Лениногорском на 42%. Уважаемым главам, стоит обратить внимание, что основная сумма недоимки приходится на налоги, имеющие особую важность для пополнения доходной части именно местных бюджетов. Уверен, что эти средства не лишние для выполнения расходных обязательств на местах. Уважаемые коллеги, задача по снижению задолженности не является исключительной задачей налоговой службы. Сейчас крайне важна мобилизация всех, независимо от уровня органов власти или предприятия. Мы еще раз увидели, что при реальной, правильной организации работы возможности для сокращения налоговой задолженности у нас есть. Ну, при прогнозируемых выпадающих доходах консолидированного бюджета 80 миллиардов рублей, я думаю, 10 миллиардов рублей налоговой задолженности нам совершенно не лишние. Каждый из нас, члены штаба, отраслевые министры, главы муниципальных образований, несут персональную ответственность за эту работу. Доклад окончен. Рахмет. Большая работа и проводится, но надо будет усиляться, серьезно усиляться, и все
подходы, которые вы озвучили, они должны быть использованы. Я и прокурора прошу, и налоговую инспекцию, и другие наши все службы должны быть нацелены на государственную задачу. Значит, платить, своевременно рассчитываться бюджетом долг всех нас, и физических, и юридических лиц. Любые другие помыслы – это уже нарушение закона. Поэтому, Шамиль Хамидович, со всей строгостью и ответственностью в этот сложный период надо усилить эту работу не только с центрального штаба, такая же работа должна быть и в муниципалитетах. Присаживайтесь. Я коротко хотел бы подвести черту. Коллеги, в текущих сложных условиях необходимо активизировать совместную работу финансовых, налоговых органов, казначействовых органов, наши отраслевые министерства, муниципалитеты и предприятия республики, принять все меры по мобилизации доходов запланированных объемов. Я почему говорю, надо, чтобы предприятия стабильно работали. Это и зарплата, это и налоги, это и благосостояние. Это во многом не только от предприятий иногда зависит, а от разных факторов. Нам комиссия должна не только вникать, почему денег не заплатил, значит, выявить, почему, какие есть резервы, что нужно сделать, чтобы на самом деле каждое предприятие, большое, малое, каждый рубль должен быть на учете. Мы не миллионы, миллиарды должны считать, мы должны считать рубли. Вот когда будем рублей, и миллионы, и миллиарды будут. Штабу следует продолжить координировать работу для безусловного взыскания задолженности в бюджет, но и помогать. Работе с должниками должны быть включены все государственные и муниципальные органы, территориальные подразделения всех федеральных служб, а также предприятия. Мы говорим и о муниципальном долге, и о республиканском, и о федеральном, и платежи социальные фонды. Здесь мы никаких делений не делаем, это общая задача. Кабинету министров необходимо проработать вопрос по предоставлению госуслуг и мер поддержки только при отсутствии у их получателей долгов по налогам. Вот было сказано, значит, там разные подходы есть. Здесь вместе с Минфином, с Минюстом, надо узаконить наши подходы. И граждане, и бизнес должны полностью выполнять свои обязательства перед государством. Для сокращения задолженности физических лиц министерством, ведомством, муниципалитетом, предприятиям необходимо в кратчайшие сроки обеспечить полное погашение долгов по налогам у сотрудников. В службе судебных приставов нужно активизировать работу с гражданами, продолжить совместные рейды с ГИБДД. Также следует продолжить информировать население о налоговой задолженности в отделениях миграционной службы, ГИБДД, почты, МФЦ, БТИ и других учреждений. Для ликвидации долгов юридических лиц госорганы и предприятия должны проводить закупки только у поставщиков, не имеющих долгов по налогам. Контрольно-надзорным органам нужно включить в планы проверок, в первую очередь, предприятия, имеющиеся задолженность. Все эти пославления, значит, иногда приводят к тому, что не все наши коллеги, придерживаются нормы закона. В налоговой службе совместно с правоохранительными органами, с прокуратурой необходимо активизировать работу по поиску собственников предприятий, банкротов и изыскания с них долгов. Выводят активы, используют разные схемы. С этим мириться нельзя. Далее, по налогу на прибыль. За 5 месяцев более 30% предприятий сработали с убытком. Важно продолжить деятельность отраслевых балансовых комиссий при министерствах и проведение анализа финансовых результатов, включая разработку направлений для их улучшения. Это потенциально
потерянные деньги. Если они будут так работать, это банкроты. Эти мероприятия отраслевые министры должны проводить на постоянной основе совместно с Минфином, налоговыми органами и прокуратурой. По налогу на доходы физических лиц необходимо активизировать деятельность комиссий по легализации теневой заработной платы. Большинство муниципалитетов произошло снижение поступлений, всего снижение, как было сказано, 2,3 миллиарда. Это реальные деньги, которые мы должны получить. Резервы, значит, здесь пересечение серых схем по выплате зарплаты. Вот Марат Адипович уже сказал, все эти перечисления, работа с наличкой, они строго, значит, уже сейчас на контроле. Поэтому эту работу надо проводить. Ну и ликвидация задолженности. Муниципалитетам следует активнее включаться в работу. Это основной ваш доходный источник. Главам совместно с налоговыми органами и Министерством финансов обратить внимание на земельный налог. 26 районов допустили снижение платежей по земельному налогу. Во всех из них есть недоимка, необходимо проанализировать ситуацию и принять меры для внесения налога в бюджет. Сельское хозяйство у нас в сельских районах, земельный налог, значит, я понимаю, что предприятия были остановлены, там, торговые сети, там, но основная часть может платить. Также по 22 муниципалитетам произошел рост задолженности по арендным платежам за муниципальные земли и имущество. Тоже активно надо вовлечься в эту работу. У нас сейчас практически никакой отрасль не ограничена, все работают, значит, все должны платить налоги. Необходимо держать на контроле вопросы мобилизации доходов от внебюджетной деятельности. Здесь тоже у нас провал. Он был объясним. Сегодня тоже, значит, по министерствам, ведомствам, по отдельным районам внебюджетную деятельность надо ставить на рельсы. Это ваши доходные источники. Это средства для выплаты, в том числе и части зарплаты. Задача – преодолеть отставание во втором полугодии и обеспечить достижение плановых показателей. По внебюджетной деятельности у вас все вы свои цифры знаете. Расходы. Расходы на первое полугодие составили 44% от годового плана. Кроме этого, из 49 миллиардов рублей для республики предусмотрены федеральные средства. Я очень прошу внимательно посмотреть по освоению федеральных средств. Они связаны с нацпроектами. В сегодняшних непростых условиях, конечно же, самое главное у нас не деньги, а это люди. У нас профессиональная финансовая, налоговая, казначейская система. И, конечно же, у меня нет никаких сомнений, что у нас были времена и похуже. Очень сложные времена были. Консолидировать все наши возможности с поддержкой нашей контрольной, надзорной, правоохранительной системой. Поэтому, хотя вот сегодня мы как бы обостряем вопрос, значит, мобилизуем работу уже в новых условиях. Тем не менее, в завершении нашего вот сегодняшнего совещания мы хотим отметить наших ветеранов, наших коллег, с которыми и я тоже работал. Значит, вот люди, они решают все. Поэтому все равно мы должны очень бережно относиться к нашим кадрам, поддерживать их, оказать внимание всегда нашим ветеранам. Поэтому как бы с пожеланиями вот побороть вот эту и пандемию, но самое главное, вот задачу, которую поставил президент страны, поставить экономику на нормальные рельсы, это главная задача. Главная задача. И у нас и зарплата будет, и доходы будут, и налоги.
Поэтому вникать надо в деятельность каждого предприятия, малое или большое. Посмотреть, где какие есть моменты, которые тормозят их развитие. Понятно, если мы только будем исходить из силовых методов «давай заплатите», не вникая в сложности сегодняшней ситуации, это тоже будет неправильно. Я очень прошу, значит, не просто совещание, а провести балансовую комиссию, посмотреть, какая ситуация, какие рынки, какой спрос, где мы можем внутри республики, куда можем эту продукцию продвигать дальше. Поэтому вот в таком режиме мы будем работать. Ну и еще раз вот до завершения нашего совещания хотел бы попросить, кто у нас озвучит. Указом президент Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и высокие достижения в профессиональной деятельности медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награждены ветераны труда. Канеева Разия Абдрахмановна. Гадельшина Халида Хайруддиновна. Захаров Михаил Архипович. Принципиальный такой, деловой. Поздравляю вас. Татарстан Республикасы президенты указы негізінде Татарстан Республикасының социаль-иқтисади потенциалын нығытуға зор өлеш кертүләре һәм һөнәри эшчәнлектә югары казанышларга ирешүләре өчен Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы Татарстан Республикасының иктисади һәм социаль тикшеренүләр үзәге директоры урынбасары Гайзатуллина Чулпан Нияз кызы. Никак ветеранlar sonuna kırtıp bulmayarız. Хезмәт ветераны Сөнгатов Шәүкәт Хәнәфи улы. Şavkat Kanafiyevич'le var aranızda bilesiniz. Бүләкләр тапшырылды. Награды вручены. Марат Адипович и казначейство, и наши коллеги, значит, обязательно мы будем приглашать ветеранов. Начнем с ветеранов. Будем, найдем форму или на этих совещаниях, или другие будут ваши коллеги. Мы с удовольствием это будем делать. Вот самое главное в нашей работе – это люди. Когда есть боеспособная команда, мы все, это и касается наших коллективов, предприятий. Сохранить коллективы, сохранить людей, воспитывать поколение, которое будет дальше трудиться. Вот это самое главное. Поэтому на этой ноте хорошей, доброй, ветеранам еще раз вот аплодисменты. Да. Ну и с пожеланиями, с обращением к Всевышнему, чтобы и звезды сошлись, и нефть поднялась, и ситуация раскрылась. Но без этого нельзя. Надо жить позитивными мотивами или позитивными чувствами. Если, да, много у нас неприятностей, но если мы все время будем жить только какими-то огорчениями,
Все, мы справимся. Поэтому спасибо всем.